Вот я руками могу связать то, что в мире никто не может. Вот, например, гимн Казахстана. Правда, у меня фрагмент получается. А на свадьбе я обычно вот такие музыки играем. А иногда, чтобы в город ехать, я машину вот так останавливаю. И шоферу вот так говорю. Я старший капитан Мукан, большие права. Если права не штраф плати. А если шофер мне не верит, у меня другое оружие есть. Вот так. А вот если человек заболеет, скорую помощь я вызываю. Вы заметили? То есть сирены разные бывают. Не забывай, если будет где-то пожар, пожарники я вызываю. Смотрите. Вы заметили, как сирена вроде? Вот это есть разные виды. Надо мне жалко, если не дай бог я умру, вот это весь мой талант навсегда уйдет наверх. А я хочу, мечтаю свой талант передать молодежи. Вот, например, кукушка. 6 видов есть. Вот первое. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Моя самая лучшая. И шестое я недавно придумал. Заметили, 6 видов есть. Однажды, когда я с Устова до Задорона пробежал, я 45 километров пробежал до 4 часа. Мне было 50 лет тогда. И на мне 6 волков напали. А я не растерялся, волком вот так сделал. А волки, знаете, что говорят? Не трогай, это наш братан, говорит, ни один волк меня не трогал. А вот жена волка, каскать наела. Конечно, это шутка, но я имитирую, как будто это волки воют. И вот такие у меня таланты есть. Вот это казахское знамя, знаете, узору? Я 100 штук придумал. Мне просто надоело, ее везде рисуют, а я взял 100 вариантов придумал. Ну, узор орнамент, казахское знамя. Вообще я 100 загадки придумал, 15 анекдот сочинил и так далее. Анекдоты у меня на разные темы. Есть хорошие, есть еротические, ну, неудобные. А есть простые, например, вот такой загадки я придумал. Bir kişi sihir soyup otur. Sihirin ömürü otur. Mu dep жылайды ғой, епырбала жүгіріп келе жатыр. Ойбай мойнына қан ағып отыр, қан ағып отыр. Сонда сиыр кім соyып отыр? Бәрі айтады, әкесі дейді, біреу баласы дейді. А эми конкретно говорю, ол мен соyып отырмын. Сиыр му деді, анау қан деді, му қан. Мен атым мұқан ғой. Шын аты, былай мұқан дейді ғой, сонда қара, сиыр му деді, анау қан, сонда му қан. Мен ол соyып отырмын. Қалай екен? Көрдің? То есть я из ничего загадку создаю. Без ничего. Так. А у меня их так много, что если он мне загадканы бәрін айтсам, которые я придумал, ойба, несколько часов выйдет. Анекдот біреуін айт. Бір-екі анекдот айтайын. Например, мен мынандай анекдот шығамын. Чохан Баликанға бір китайский ученый келді, танцевал. Где вас казахский ученый? А зачем он тебе? Да вот хочу, с коллегой Чохан этот, вот он я, китаец, былай танцевать. Чаем хуй сунь, ну имя необычное. Чаем хуй сунь, а Чохан не растерялся ему в ответ. Сам хуй сунь. О, ты тоже сунь здесь, Чохан этот. Нет, ты сам сунь. Ну, он, короче, далеко послал. Имя необычное же. Вот такие имена бывают. Теперь это, если вот, помните, чемпионат мира был? А мне не нравится, как наши комментаторы, потом меня Алматыға барғам ғой, можно я буду комментатором? Он говорит, где ты работаешь? Яйца. Вот иди, говорит, свои яйца. Я говорю, я что, зря пришел, говорю. Ладно, говорите мне, там. Говорите пока с Москвы. Здравствуйте, товарищи, мы видим очередной матч на первом по футболу. Мета команда сборной Бразилии против сборной Казахстана. Пройти Криштиану Роналду дает блестящий пас. Месси тот мощнейшим ударом. Гол нет Мукана на месте. Спокойно шел. Мячик наш вратарь сыграл великолепно. Пройти сборной Казахстана атакует. Кайрат дает блестящий пас. Бола тот мощнейшим ударом девятку. Еще становится 1-0. Да, сборная Казахстана обыгрывает самих бразильцев. Ну это, конечно, мечта. Бразилию-то мы никогда не обыграем, но мечтать не вредно. Вот я могу. Но если, не дай бог, война начнется, я могу голосом Левитана говорить. Помнишь, когда война с немцами в 1941 году? Вот голос Левитана. От советского информбюро говорит и показывает Москва. Вчера фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Товарищ Сталин сказал, победа будет за нами, и мы с Муканом победим. Ура! Это голос Левитана. А вот теперь это голос Сталина.
ана Лаврентий Берия айтқан ғой.